Территория Коми может стать полностью преференциальной зоной. В таком случае льготы для бизнеса будут распространены не только в арктической зоне, но и во всех городах и районах Коми. О такой возможности заявил сегодня заместитель председателя правительства республики Антон Виноградов во время регионального форума по реализации инвестиционного стандарта в Коми. Инвестстандарт внедрен практически во всех субъектах страны. Главная задача механизма – сократить путь инвестора от момента подачи заявки до реализации проекта. Детали в материале Ольги Коняевой. Грузовой контейнерный терминал в Микуне, дата-центр в Печоре, строительство заводов по сжижению природного газа, заправочных станций, заводы катионного крахмала, туристические проекты. Инвесторы интересуются регионом, готовы вкладываться и уже реализуют свои проекты. Инвестиционный климат в республике эксперты оценивают как перспективный. Внедрение инвестстандарта еще сократит путь от идеи до реализации проектов. Наша задача, безусловно, состоит в том, чтобы в тандеме, в синергетическом эффекте вместе с уважаемыми органами власти, вместе с депутатами Государственного совета, вместе с общественными организациями, наукой создать благоприятные предпосылки для того, чтобы наш уважаемый бизнес развивался, реализовывал больше инвестиционных проектов, получал меры государственной поддержки и, что очень важно, в режиме одного окна быстро, оперативно получал землю, получал тех условия, получал возможность оперативно реализовывать инвестиционные проекты. В Коми внедрять инвестстандарт начали задолго до формального включения на федеральном уровне. Все 5 элементов механизма уже у нас работают. Утверждена инвестиционная декларация, а также разработан свод правил, их 11, с оптимальным алгоритмом действий. Далее инвестиционная карта, на ней отражена вся информация по дорожной, энергетической и другой инфраструктуре. Еще одна составляющая – агентство инвестразвития. Эти полномочия выполняет Центр «Мой бизнес». На сегодняшний день у нас уже более 32 действующих резидентов. Они заходили к нам как через одно окно, так и через проект «Арктика». Также планируем еще реализовать порядка 68 резидентов на территории республики. Тем самым планируем увеличить инвестиции в республику на уровне 5 миллиардов рублей. На данный момент уже инвестировано данными проектами порядка полумиллиарда рублей и создано 268 рабочих мест. От бизнес-идей до реализации проекта в Центре поддержки предпринимательства региона помогут на каждом этапе. Но порой возникают непредвиденные трудности. В этом случае выход найдет инвестиционный комитет. Это 5-й элемент инвестстандарта. Инвестиционный комитет собирался у нас уже 3 раза. Когда к нам обращаются предприниматели со своими какими-то конкретными проблемами и имеют положительную практику, когда мы понимаем и уже работаем как с федеральными структурами при возникновении каких-то проблем, при проблемах с ресурсниками. Один из примеров работы инвестиционного комитета в Коми – выделение участка из состава земель федерального фонда для строительства фермы совхозом «Пригородный». Процедура длилась 9 месяцев, но положительный опыт наработан, вопрос решен. С помощью данных инструментов Пригородному был предоставлен земельный участок из федерального фонда, из фонда федеральных земель для реализации инвестиционного проекта по строительству фермы на 1950 мест. Поэтому расширение данных инструментов будет способствовать активизации инвестиционной политики в нашем регионе. В том числе, я надеюсь, это наш проект, он не последний. Мы при реализации данного проекта, получив бесценный опыт, сможем приступить к реализации и других проектов, идеи по которым у нас уже существуют. Вся информация размещена на инвестиционном портале Республики Коми. Данные о регионе, инвестплощадках, объектах инфраструктуры, необходимых процедурах и сроках подключения к объектам ресурсоснабжающих организаций, выделении участков. В 2 случаях землю можно получить без аукциона. Для размещения объектов социально-культурного и коммунального хозяйства. И второй случай, как раз касается нас, для размещения масштабных инвестиционных проектов. Значит, при условии соответствующих критериев, которые мы установили у нас 2 нашими республиканскими законами. В этом году инвесткоманда Коми, в том числе некоторые муниципальные главы, прошли обучение на федеральном уровне, где был представлен и опыт других регионов. Лучшие практики взяли в работу. В следующем году в Коми будет внедрен и муниципальный инвестстандарт. Тогда система будет работать на всех уровнях. Ольга Коняева, Владислав Кульчицкий, телеканал Юрган.